главный архитектор проекта, представляю проектный институт Чувашский проект. Радует то, что мы наконец-то все-таки сдвинулись с этой мертвой точки, потому что шли к этому событию очень долго, много было вариантов, проектных решений. Но я думаю, что совместными усилиями все-таки мы сделаем достойное здание, достойный фасад, достойный, красивый и хороший в музыкальном отношении зал концерта. А часто к вам обращаются за какими-то, чтобы вы внесли изменения в проект? Ну, бывает, случается, но мы стараемся оперативно реагировать на эти все изменения. Мы понимаем, что эта работа есть, одна работа в проектном кабинете сидеть, а другая работа это настройки. В 2020 году средства на завершение реконструкции Чувашской государственной филармонии предусмотрены в полном объеме. У нас есть стопроцентное средства на завершение этой реконструкции, федеральные средства около 100 миллионов рублей, средства Чувашской республики около 128 миллионов рублей. Со стороны Министерства культуры как заказчика нет никаких проблем с оплатой. И мы думаем, что в этом году, в ближайшее время, работа будет завершена успешно. А вот еще хотелось бы насчет оборудования уточнить. Какая-то импортная часть здесь есть? Импортные поставки? Или все отечественное? Мы ведь не указываем импортное или отечественное. Когда делается техническое задание к конкурсной документации, к аукциону, мы указываем спецификацию оборудования, мощность звука, мощность света, ну и так другие параметры. Вот сейчас определился победитель, и мы думаем, что это, наверное, все-таки будет импортное оборудование. Да. Но вот когда мы объявляли конкурс, мы не указывали, что это... А курс валюты не может повлиять на финансирование, на изменения? Я об этом не говорю. Несмотря на такую тяжелую ситуацию, стройка движется вперед, Роза Михайловна правильно сказала. Основная часть, она все-таки в деньгах, в оборудовании, поэтому не надо смотреть, что очень мало выполнили. Я думаю, что в этом году, несмотря на всю ситуацию, я думаю, что завершится. Как коллектив вообще филармонии? Коллективы жаждут работы. Я думаю, что здесь будут все условия. Во-первых, вот стоянку на 100 автомобилей. Люди смогут подъехать, оставить машину. Раньше это была большая проблема. Вдоль дороги стояли автобусы. Сейчас этого не будет. Зал очень удобный. Всем будет видно, слышно. Поэтому я думаю, что вообще концертные программы, они поднимутся на совершенно новый уровень. Мы, как строительный контроль, осуществляем постоянно здесь мониторинг, контроль, качество выполнения работ. На сегодняшний день было поручение подрядчику усилить работу, привлечь субподрядные организации для ускорения работ. В принципе, качество работы сейчас удовлетворяет нас полностью. Предыдущий подрядчик немножко не справлялся с работами. И в связи с этим и было расторгнуто соглашение с ним. Был выбран другая подрядная организация, которая сейчас и осуществляет.